Роман Кельманович, как вы оцениваете прошедшую конференцию по выдвижению кандидатов в депутаты в Верховный Урал? Ну, во-первых, хотелось бы мне поблагодарить всех наших делегатов за то, что мы очень дружно, очень слаженно отработали эту конференцию. Я считаю, что, во-первых, явка очень нас порадовала. Я понимаю, что перед нашей партией стоят очень серьезные вызовы. Все-таки выборы Верховных Урал – это одни из самых главных выборов наряду с главой республики. Порадовала явка, значит, практически все приехали. Конференцию провели на одном дыхании. Хочу сказать, что наша партия от всех отличается тем, что у нас есть всегда плюрализм мнений. Не всегда некоторые вопросы могут проходить абсолютно ровно, гладко. У нас есть люди, и секретари районных комитетов, и делегаты, те, кто всегда высказывает свою позицию, за это мы их очень уважаем. У нас много в партии ярких личностей, поэтому при обсуждении кандидатур, при обсуждении каких-то программных тезисов всегда возникают очень такие бойкие разговоры, дебаты. Поэтому в целом нашу отчетно-выборную конференцию я хочу признать успешной и пожелать нам всем терпения, сил, мудрости для того, чтобы быть представленными в Верховном Хураре, для того, чтобы наши кандидаты могли составлять достойную конкуренцию и побеждать на округах. Может, приоткроете маленько завесу тайны, с какой программой пойдете на выборы, сколько пунктов, какие направления? Мы, конечно же, мне сразу на память приходит программа нашей партии на выборах в Урал представителя города Кызыла, Республика сельскохозяйственный регион. Ее основа будет строиться на программе нашей партии 10 тезисов, значит, Зюганова 20 пунктов победе, Павла Николаевича Грудинина. Там мы затронем вопросы именно развития сельского хозяйства, развития образования, медицины. И вообще бы я хотел бы эту программу назвать не просто ударной. Мы ее подготовили на 70%, и широкой аудитории, нашим избирателям, она будет представлена после того, как наша партия зарегистрируется на выборах. Расскажите, кто те кандидаты в депутаты, которые пойдут на выборы Верховных Урал? Кандидаты у нас представляют все социальные группы, считайте, вот это и бюджетники, это и предприниматели, это и, значит, работники сферы обслуживания и так далее. Но если говорить более детально, то, безусловно, это основа нашего ядра, это пролетарский дух. Да, вот вы смеетесь, это на самом деле так и есть. На эту выборную кампанию среди 16 округов у нас пойдут исключительно люди. На 90% это члены партии, 10% это сторонники КПРФ. Там будут и сельхозпроизводители, и учителя. Там пойдут у нас и рабочие по пролетарским специальностям, там, не знаю, начальники цехов. Значит, если так бегло пройтись, там пойдут у нас юристы, там пойдут у нас медики. То есть это весь спектр, значит, социальных, так сказать, должностей, можно ли как сказать. То есть все социальные группы у нас пойдут на выборы. Люди очень достойные. Каждый одномандатник прошел прежде всего согласование в районных местных организациях. Потом также мы это обсуждали на пленуме, на бюро, ну и, соответственно, вышли на конференцию. На самом деле, то, что сейчас происходит во внешней среде, когда нас обвиняют в том, что мы продажные, что мы купленные, что кто-то формирует за нас списки, я хочу сказать, что идите полечите свою голову, она у вас не совсем здоровая. Мы партия самостоятельная и всегда будем преследовать цели одни – защита интересов прав трудящихся и наших коммунистов, идущих на выборы. На самом деле лозунг один – защищая интересы человека труда. Безусловно, для нас основа, ядро партии – это трудящиеся, рабочие. Но с развалом экономических связей, с развалом ряда отраслей, в том числе и в Республике Тыва, острым и актуальным становится вопрос объединения вокруг нашей партии не просто трудящихся. Во-первых, мы знаем, что есть определенные вопросы, касаемые безработицы в республике, отсутствие стабильной работы, нормальной заработной платы, поэтому для нас самая главная программа – достучаться до каждого. При этом, достучавшись, мы должны людей не обмануть, а действительно быть рядом и помогать им в решении тех или иных вопросов, но подчеркиваю, уважаемый избиратель, только сообща. КПРФ – это не что-то мифическое, воздушное, порхающее где-то в облаках. КПРФ – это такие же люди, как и вы, со своими проблемами, горестями, радостями. Поэтому коммунисты всегда были в авангарде. Запомните, коммунисты – это не что-то прошлое. Коммунисты по своей натуре, по своим взглядам – это люди будущего. Это
Это люди, устремленные в светлое будущее. Это люди, которые творят здесь и сейчас, чтобы жить, потом было хорошо следующим поколениям. Люди, заботящиеся о своем следующем поколении. Поэтому мне не стыдно, и мы идем с лозунгом «Защищая интересы человека труда». Расскажите, пожалуйста, как вы видите реализацию программы КПРФ на выборах Верховных Урал? Саму программу как? Значит, я вижу ее как. Должна быть достойная агитация, в первую очередь. Агитация, это, то есть листовки, газеты, телевидение, радио, ну и так далее. Задействовать все средства массовой информации, довести, постараться до каждого человека. Это личное участие кандидатов в депутаты Верховного Урала, то есть личные встречи с людьми, разъяснение политики партии. Затем нужно создать, подготовить, очень это важно, правильно, документы все в избирательную комиссию, которую будем подавать непосредственно на участках. Ну, естественно, очень много зависит от наблюдателей. Какие основные пункты по развитию региона вы бы отметили? Тува всегда была сельскохозяйственная республика, основное направление мясомолочное. Сейчас это все совхозы, колхозы бывшие распались, нужно создавать заново, то есть поднимать сельское хозяйство. Это основное направление. Другого здесь железная дорога, если будет, что-то даст плюс, наверное. То есть, говоря другими словами, если брать сельское хозяйство, то это, пожалуй, комплексное развитие и подход к сельскому хозяйству, увеличение финансирования и тому подобное. Правильно я вас понял? Ну да, которое было при Советском Союзе, которое потом было все это разрушено. Данная конференция проходила сегодня, 26 июня. Прошла она очень организованно. Выбраны и назначены уполномоченные лица от Тувинского республиканского отделения, а также был выдвинут кандидат на довыборы в городской хурал вместо выбывшего мэра города. Кандидаты подобраны уже были в течение длительного времени, то есть сначала началось это на бюро, потом был проведен пленум, который утвердил. Кандидатуры рассматривались в Центральном комитете КПРФ. Считаю, что кандидаты все люди достойные. Список будет оглашен, и вы, уважаемые граждане Республики Тыва, узнаете конкретно, кто выдвигается. Прошу вас в первую очередь прийти обязательно на выборы, обеспечить явку, потому что от этой явки будут зависеть результаты. Ну и, соответственно, голосуя, подумайте, за кого вы собираетесь голосовать. Или вы хотите продолжать прежнюю жизнь, или что какие-то будут изменения в Республике Тыва. Сергей Русланович, пожалуйста, расскажите, как вы видите избирательную кампанию в городской хурал города Кызыла? Исходя из сегодняшней нашей конференции, я отмечу, что все кандидаты и делегаты, которые выступали на данной сегодняшней нашей конференции, были сильные, все кандидаты сильные, и я думаю, что очень большой процент занимаемых мест в Верховном Хурале, также и городского хурала, представителей Кызыла, мы выиграем и займем их все. Сегодня в Дубрейскоме прошла конференция, неочередная конференция, 17-я Всех делегатов выдвинули и кандидатов? Всех кандидатов выдвинули, и прошел тайное голосование. Конференция прошла хорошо. Сегодня мы принимали участие в республиканской конференции по выдвижению кандидатов в Верховный Хурал и местных хуралов. Ну, мы прошли эту процедуру. Я стал кандидатом депутата Верховного Хурала 10-му округу, это мой родной Читколь, Шахоль и Барбихимский район. Хорошо, что со мной на выборе идет ветеран,
уничтожуете. И вместе будем постараться активно принимать участие в выборах. Шансы на победу у партии, Коммунистической партии Российской Федерации, я считаю, что очень большие, перспективные, так сказать. Но чисто победа – это очень вещь трудная. Сами знаете, где мы живем, в каком регионе, что у нас на выборах происходит. Но я лично очень надеюсь, что наши кандидаты из Кызыльского района, по крайней мере, победят. Düşpes Kunduztükті құлладайны Құралдаға зорғақчылар Хойскал жая кетатор Құралдаға зорғақчылар Хойскал жая кетатор Жолға